Проверке подлежит все то, что появилось или было реконструировано в рамках программы «Доступная среда», начиная с 2011 года. Это утро ревизор начинает с визита в Центр занятости, но тут же его и сопровождающих ждет неприятный сюрприз. Оказалось, что он полностью недоступен, нет никакой информации о том, что вообще как сюда попасть, ни номера телефона, ничего. И, к сожалению, мы туда не попали. Нас перевели, потом вышел заместитель директора покурить и случайно, и нас провел в соседнее здание, где любезно показал, как там все круто, все доступно. Основной же адрес, где непосредственно находится всем привычный центр занятости, для людей с ограничениями здоровья так и остается пока неприступной крепостью. По итогам столь нерадостного приема Илья Костин и представители учреждения договариваются, в кратчайшие сроки центр разместит на своем сайте контактную информацию с номерами телефонов и точным адресом, куда именно нужно обращаться людям с инвалидностью. Следующая остановка – не менее важный объект – Центр социальной помощи семье и детям. Прежде всего, клиентами нашего центра являются граждане старшего поколения, граждане с инвалидностью, маломобильные граждане, а также мамы с детьми, которые оформляют у нас различную государственную социальную помощь. И поэтому, конечно, без доступной среды здесь нашему центру никак не обойтись. В 2017-м данному учреждению было выделено более 250 тысяч рублей на устройство пандусов и приобретение специального оборудования, такого как громкоговорители для слабослышащих людей или указатели для посетителей с нарушениями зрения. Это такие таблички с подсказками, выполненные шрифтом Брайля. На ощупь можно познакомиться с планом здания, расположением кабинетов и режимом работы. В центре располагается специальный стол. Как говорят работники, он уникален для Ухты. Ведь это не стандартный предмет мебели, а конструкция, которая по нажатию пальцем подстраивается под рост человека. Илья Костин объясняет, пока удалось проинспектировать лишь Сыктывкар, Сосногорск и Ухту, но уже ясно. Инфраструктура по-прежнему зачастую недоступна, как и общегородской транспорт. Конечно, в столице республики дела обстоят несколько лучше. Председатель правозащитной организации связывает это в не последнюю очередь с финансированием. Но при этом не снимает ответственность с местных властей. Костин считает, чиновники на местах должны быть инициативнее. Впрочем, то, что он все-таки увидел в Центре соцзащиты Ухты, ему в целом понравилось. Круто. Да, в основном круто. Есть нарушения незначительные, которые допускают, к сожалению, наверное, все учреждения. Это вот я повторюсь, да, с одной стороны поручень установили всего лишь не до конца лестницы, там на целую лестницу не установлен поручень. Дверь металлическая установлена, что это травмоопасно на самом деле для человека, для мобильных групп населения, который заходит в учреждение. И если человек выходящий, может, не увидев его, может дверь открыть и сбить с ног. По итогам ухтинского правового десанта в городе пройдет круглый стол. В мэрии все заинтересованные лица обсудят, как повысить эффективность реализации программы «Доступная среда», а заодно избежать распространенных ошибок. Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.